Федор Анучин, продюсер проектов, которые часто очень связаны с Якутией, потому как я выходец из Якутии, родина моя малая – это Якутия, Алекма, Дабан. Вот поэтому я часто работаю с якутскими музыкантами. Очень приятно. Очень приятно. Можно без сомнения сказать, скоро эта песня станет настоящим хитом. Эту нежную балладу для Легентея написали якутяне Константин Федоров и Федор Анучин. А вот записывается новый материал в Москве, студии, где работали многие российские звезды. Я хочу показать своему народу, своей республике, что якутская эстрада, она не топчется на одном месте. Я хочу показать то, что вот это все развивается. Это подразумевается что, да, не только песня, мелодия красивая, а это подразумевается в техническом плане, насчет мастеринга, сведений, подачи. Я думал, что я уже во всем этом разбираюсь, а оказывается, надо еще учиться доучиться. Это, знаешь, меня мотивирует. Сейчас Легентей вместе с московской командой работает над новой концертной программой. В нее войдут 13 песен. Все это только премьеры. Причем новый опыт получает не только певец, но и все остальные музыканты. Он артист такой удивительной энергетики. Он моторный очень. И музыкальные какие-то обороты не характерны для европейского уха, что меня зацепило в нем. И подача материала, а вот его в хорошем смысле агрессия такая, подача моторная, она импонирует зрителю. Работа над материалом, в который вошли 3 песни на русском языке, а также композиция в стиле фанк, ведется с января. Легентей признается, что во время записи столкнулся с некоторыми трудностями. Когда стоишь, конечно, сейчас вот таких вот студиях, да, московских, работаешь уже с такими именитыми музыкантами, конечно, осознаешь то, что это ответственность. И есть такие моменты, когда теряется это чувство уверенности, это что ты не осилишь. Но надо работать, это интересно, понимаешь, я сам зажигаюсь от этого. Премьера нового концертного материала состоится этим летом. Планируется тур по Якутии, затем осенний концерт в Москве. Но на этом артисты останавливаться не собираются. Я отправил несколько треков в Израиль, у меня там есть мой старый приятель, коллега. У него там агентство концертное, он занимается тем, что организовывает поездки российских именно музыкантов туда, по Израилю. Вот. Ему материал понравился, но он попросил, говорит, больше этники, и мы должны быть какие-то пилотные сделать, какие-то видео. Вот. И думаю, что мы там порешаем, договоримся. И такой же партнер у меня есть в Норвегии. И кто знает, может быть, новая якутская музыка найдет отклик в сердцах миллионов людей во всем мире. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Над этим проектом все началось, кстати говоря, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить руководство компании «Железные дороги Якутии», которые финансово помогли этому проекту. И мы стартанули где-то, наверное, год и 8 месяцев назад. Мы стали делать аранжировки. Вот, работали дистанционно. Полгода примерно находился в Крыму, в Ялте. И Легентей туда прилетел, в Ялту, и мы начали работать. То есть там какие-то ролики снимать, какой-то другой материал планировать. Пытается задобрить. Появились песни, не характерные для него, баллады. Одна на русском языке, одна на якутском. Вот. То есть Кеша раньше не пел таких песен трогательных. Вот. Еще есть такой вокальный прием, субтон. Вот он раньше не пел. Он такой же моторный парень. Вот. А тут появились вот 2 песни, вы сегодня их услышите. Они такие нежные, трогательные. Вот.
Ну, то есть Кеша поменялся, да. Он не то чтобы другой стал, но обновленный точно. Новый Логантей. Почему такое название? Потому что то, что мы сейчас делаем, это не то, что делал Логантей раньше. Это совсем другая музыка. И, как я всегда говорил и делал, это будет живой проект абсолютно. Сделаны хорошие аранжировки, записаны хорошие фонограммы для каких-то пилотных рекламных версий. Какие сложности были в подготовке? Были ли они? Играхаттар баллар баалла тоодетерген бу түйүлгене биһиги республика музыканнарын кытары оңор батыбыт. Онда көптөл ари чепчеки булыты. Билигин буллар биһиги Москваттан, Украинаттан музыканнары ыңраммыт үлеләте бит. Хахалы тыны атын тыллах, атын культуралах омук хайдах ылынан оңоран тахарар эбити музыканы ден билигин бу хака көрәчилерге, хака херин көрәчилерге көддөрә дибит. Итиннегер хаттар баалар баалар охоба үп өттүнүн. Эдбаккатчы эрейер бу проект онна буллар бихи билден турар. Күчкеме болла, терек болла бихиги сахабат сирин бир улган тотактырылтете. Железные дороги Якутии. Василий Шумахин быхатчы бу сахайрын улуктактарыгар, таланна гычатыгар, спорт эйгетигер, атын арасы эйгелеге бартыр биле фонда бар, ол фондандан через өнөр көмө терек болар. Олен железные дороги Якутии түгеннен туганан мактаны кадим. Ол кини быхатчы көмөтүнөн бу Москвага баран репетицияларына музыканнары мандык атта холлах музыканнары бихи наймылахаммыд, да, последующим хамнас төлән, қолыбыра хақылы тыны, хақылы рәні оңыттырдығыд. Өте өнір құлақан жігіне сетихи өңі көйі бұлар. Бихиге мұқыт. Ол етіген бұл бүгін өңі абыттарын ұғыланылы бұд, тестарын, ұстарын, аудио версияны ұғыланылы бұд, оны бартын кәлін архив оңырымыд. Национальный телевидение бітер фонды құдық береті бұлады, бәліқ қыдым. Бұл, қолыбыра мандық-мандық қыллаққа, мандық-мандық рехіт, Москвичтер кытыры, атын тылдағы омығы кытыры үлелән, хақат үретін көндір бүтәден. Нахаулыған дегіне, мен хандық бар, достояние бұл бақар материал.
тас қарақта қаралды. Тімір атқаларым. Ақсымайны дұдалар. Ақсымайны дұдалар. Қотығы солылар. Ордарын. Ерге ерпес бұдылыдар. Ол бір обыйынан. Күліктер барыңдылар. Күліктер барыңдылар. А дальше? А еще не считаешь. Концовка. Я играю на гитаре. Вот. Удивительно, но первый раз я в Якутии. За всю свою гастрольную жизнь как-то не добирался. Очень мне понравился. Атмосфера понравилась. Немножко по городу погулял. Сейчас тепло, насколько я понимаю, по местным меркам. Ну и, в принципе, очень приятно. Очень понравился мне проект Лагантей. Барабанщик позвонил, говорит, вот такой есть проект, ты свободен. Вот эти числа. Я говорю, да. Поедем? Да, поедем. Здесь я просто наслаждаюсь. Вот эти там минус даже 10, там 15, даже чистый аж синий снег. Вот, и дышится по-другому. Вот. Не потому, что это моя родина, тут действительно дышится легко. Вот. Так что мы, люди, живущие в Москве, порой вспоминая, а мы, я говорю, кто мы? В общем, все, кто... В Москве же много, диаспора большая, и все мы при встрече, в общем-то, называем себя якутами. Кто вышел оттуда, не зависит, там, белорус, евреи, русские или еще кто. То есть вот, особенно когда там эссе проходит в Коломенском, мы все там якуты. Потому что вот Якутия такая магическая такая территория. Если человек сюда приехал, то, как правило, там на 2-3 года остается потом на 20-30 лет. Или совсем. Попали в семью Атласовых. Я хозяйка Валентина Иннокентьевна, муж мой Василий Николаевич. По его идее мы 34-й год строим. Решили показать нашим гостям, туристам зимнюю Якутию. Первыми в республике начали с Аймекона. Выехал муж с сыном в Аймекон, жили там год и сделали гостиницу. И нашли склад, его переоборудовали из-за льда фигурками сказочными ущелья холода. Ребята, сфотографируйте. Первый качественный концерт в моей творческой жизни. Все равно вот есть что-то. Кто-то спер тапки из отеля. Kim vardı? Коллег там, Ивана.
Они просто это уж понижаете ступень. Да. Вот здесь вот, да. Я знаю, что там его нет. Но из-за того, что все играют, я Но лучше не играть. Слова. Мы хотим заранее сказать, я себе беру 10. Была мысль тоже отложить опять, потому что все-таки сейчас люди боятся. Сегодня прошел концерт, я результатом доволен. Пусть людей было мало, но мне кажется, ушли с горящими глазами все. Ради этого стоит работать. Ногами прыгать на убой, мусор сколачивать под пятки. Звучит мелодия из старого кино, забытая. Делать нечего, я пишу до вечера. Этника – это такая сложная материя. Как думаете, как московский слушатель воспримет вот именно такую якутскую этнику? Я уверен, что да, потому что рынок перенасыщен, и люди скучают по настоящему, тем более, что
вся вот эта якутская мелодика, она для европейского уха очень свежая, очень новая. Поэтому интерес у Ильи очень большой. Уже отыграли один концерт. Все прошло, я считаю, великолепно. Приятнейшая публика, приятная атмосфера. У нас замечательный продюсер, вот. Замечательный артист. В общем, у меня абсолютно положительные ощущения и эмоции. Добрый вечер всем. Я только раскричу, поэтому я соревноваться не стану. Хорошие музыканты, они востребованы. И, как всегда, куча проектов. Вот, ну, что я знаю, это Юлия Чичерина, да? Как аранжировщик, как клавишник работаешь там. Есть. Да, кстати, да. Вот. Кирилл Кузнецов. Любите жаловаться, хорошо. Сейчас я про Саратов буду рассказывать. Как я говорил на первом концерте, я пошутил, как мне показалось, как самому, что остроумно. Сравнил с мотором, потом с дизелем, потом с ядерным атомным реактором нашей рок-вокально-инструментальной группы. Спартак Проценко более 15 лет работает в группе бэнд-лидером. Не соврал? Нет, конечно. Шальной императрицы Ирины Аллегровой. Серж Квасневский родился в Кракове, живет в Одессе.
По-русски говорит лучше, чем по-украински, поэтому запросто Серега его зовем. Прекрасный бас-гитарист, хороший человек, композитор. Ну и, пожалуй, все, да. На саксофоне играет Николай Винскевич. Два слова хочу сказать тоже про этого человека. Хотя, вот, кстати говоря, мы все познакомились, в общем-то, наверное, недели 4 назад всего. Да, благодаря. Все мне благодаря. Вот, Николай, наверное, в свой безусловный актив может записать кучу всего, но есть один человек, с кем он работал, который является обладателем 2 Грэмми. Это самая престижная премия в музыке. Но у меня проблема с английскими именами, я не помню. Вот якутские все помнят, там Нью-Йорк, Амстердам, все. А вот английский не помню. Напомни, кто это был. Это был Билл Чемплин, солист группы Чикаго. Легендарная группа Чикаго, да. Николай Винскевич, саксофон. В этом году мне 65 лет, и так сложилось, что в этом году еще можно считать, что 50 лет, как я занимаюсь музыкой. День рождения мой 26 мая, но все вот это мероприятие я хочу перенести на осень. Музыканты, которые будут принимать участие в концертах с Аркеном, с Лагентеем, я хочу привлечь их к этому мероприятию тоже. Да, я хочу привезти всех в Алекминск, в свой родной город, показать своим землякам, что я делал последние там лет 10, 15, 20. Вы же знаете, перелеты внутри республики очень такое недешевое удовольствие. Поэтому, если я думаю, что какие-то договоренности с администрацией района получится, то, может быть, мы все-таки реализуем вот эту поездку. Последние много-много лет выходят артисты, под стук каблуков своих, поют под магнитофон. Я противник всего этого, поэтому я привезу в свой родной город живой проект и отличных музыкантов. Поэтому я думаю, что если все это получится, состоится, если найдутся люди, которые захотят просто поддержать это все дело материально, вот, то точно мы все это дело сделаем. Wanna, tukanya,
бис сүрөктөн эгиннин беги семей бөлөк бүтүн кытыры Федор Анучин продюсерскай кийинин салалтарынан терилдебит бу төгүлгени төбүктөр бүтүн көңүлдө. Макта!